Добрый вечер, дорогие телезрители. Еще раз приветствую вас в эфире национального телевидения в рамках программы «Один из нас». Сегодня мы хотели бы обсудить события, которые происходили буквально вот последние 10 дней. Дело в том, что одним из значимых, на мой взгляд, как человек, который освещает события, касающиеся истории города, явился некий экскурс руководства республики по памятникам архитектуры и старины, которые остались еще в городе Якутске. Нашей столице предстоит через 7 лет отметить 400-летие с момента основания. Это крупнейший город российского Дальнего Востока, один из старейших. Андрей Анатольевич, один из сегодняшних моих гостей, с огромным удовольствием иногда любит вспоминать, как он говорит, кто все-таки старше, Владивосток или Якутск, да, или Хабаровск или Якутск. И второй сегодняшний собеседник, руководитель департамента по охране памятников, как правильно, истории. Руководитель управления по охране объектов культурного наследия республики. Культурного наследия Николай Афанасьевич Макаров. Здравствуйте, коллеги. И я еще раз, как один из хранителей тоже выступаю сегодня. Хранители истории, хранители времени. Да? Отрадно, что обход, который мы послужит отправной точкой, обход вот этих объектов на самом высоком уровне. Да? То есть руководство республики, руководство города приняли активное участие, и намечается некий вектор, все-таки в каком направлении будет идти мероприятие, которое послужит тому, что все-таки вот эти два объекта, реальное училище, да, и прогимназия, которые сохранились у нас на перекрестке улицы Ярославского и Кулаковского, они будут воссозданы. В каком виде? Вот об этом мы сегодня поговорим. Если мы говорим о пятачке, в котором стоит Якутское реальное училище, Якутская мужская прогимназия и шахта Шергина, то сложнее клубка, когда комбинированы чуть ли не все проблемы, встречающиеся с объектами культурного наследия, памятниками, придумать фактически невозможно. Это и ветхость этих двух зданий, одна из которых сгоревшая, фактически сгоревшая. Шахта Шергина, которая является уникальнейшим, это не просто объект культурного наследия, это еще и инженерное сооружение, тесно связанное с природными техногенными факторами и так далее. И когда мы ведем речь о восстановлении одного памятника, то сразу же мы затрагиваем два остальных. Притом средний из них, наиболее проблемный, шахта Шергина, он федерального значения. И, как и полагалось, с 2018 года потихоньку двигаются вопросы проектирования, восстановления Якутского реального училища с 2018 года. И мы столько проблем встретили с тех пор. Еще и четвертый фактор, это и там совсем рядом, в 3 шагах от реального училища идет квартальная теплотрасса, которая питает всю сторону города Якутска, и это еще тоже представляет собой огромный вопрос, который мы должны решить. Поэтому на сегодня что мы имеем? Мы продолжаем работу над проектированием Якутского реального училища. Мы тот проект, который был подготовлен с 2018 года и который не прошел государственную экспертизу, как базовый берем. На сегодня мы имеем проектно-сметную документацию Якутской мужской прогимназии. Ну и стал вопрос передачи в республиканскую собственность шахты Шергина. Это то, что мы сегодня имеем по объектам. Угу. То есть встреча с руководством города, с руководством республики, что немаловажно, да, касалась все-таки вот этих моментов. Да, но Арсений Сергеевич уделяет внимание к объектам культурного наследия. Напоминаю, что он был инициатором реализации проекта «Сохраним памятники» и за счет своих средств восстановил один объект культурного наследия Мельницу Топчанку. Это я напоминаю. И
еще после этого в своем послании он поручил правительству начать работу по проектированию и восстановлению мужской пригимназии Якутского реального училища. С тех пор работы ведутся, и как результат ПСД готовой мужской пригимназии. И вот нынче уже Арсений Сергеевич осмотрел объекты, и уже протокол готов, и где есть конкретные сроки, конкретные задачи, которые поставлены перед правительством. Андрей Анатольевич у нас является строителем с большим стажем, и просто можно сказать, ну, нельзя сейчас реконструировать здание вот на том фундаменте, который это. Просто будет такое же явление, если не хуже. В чем все-таки там проблема, загвоздка с реальным училищем, Андрей Анатольевич? Ну, на самом деле, история реального училища, она такая, будем говорить, трагичная, да, потому что построена в 1912 году. На деньги, кстати, выделенные, по-моему, меценатами. Ну, то есть это большое участие принимал и Крафт, и Юшманов. Ну, неважно. Важно то, что они были новаторами во многом, да. И электростанция, и телефонная станция появилась при них. И здесь они, построив это большое здание, они поставили паровые котлы и пустили отопление под полом первого этажа. Поэкспериментировали. Ну, хотели как лучше, но через 5 лет фундамент поплыл, и практически из 100 с лишним лет существования этого здания оно только 30 лет работало. Все остальное время было в аварийном состоянии. И вот можно посмотреть фотографии 50-х годов, когда вокруг ходят курицы, его стекла разбиты и так далее. Поэтому здание поплыло сразу, его там, как могли, в советское время усиливали после ИТФ, если помните. Но когда стал вопрос, вот, как мы говорим сейчас, о восстановлении его, то федералы нам отказали по 3 причинам финансирования. Что, во-первых, вот этот пожарного проезда нет вокруг здания, оно было, то есть проектировалось как художественное училище. Нет пожарного проезда, большая близость к магистрали, там меньше 3 метров теплотрассы. Но и тогда уже было понятно, что уровень первого этажа, полы, они ниже уровня улицы Ярославского. То есть все равно линза под зданием сохраняется. За эти годы практически, когда там произошли пожары, уничтожена крыша, то есть влага делает свое дело. То есть осенью кладка намыкает, зимой разваливается, и сегодня практически несущие стены, то есть те, которые несут само здание, все перекрытия, они практически изношены там, на 90%. Они сами себя держат в лучшем случае. Чудом. Да, поэтому вот уже больше 5 лет я говорю о том, что на этом месте это здание реконструировать невозможно. Надо его просто разобрать, перенести на 6-8 метров в сторону Кулаковской улицы, поставить новые сваи, сделать полностью, так сказать, новые стены. Оно было изначально штукатурено снаружи. То есть можно сделать точную копию, а вот этим кирпичом, который можно вывести на какой-то закрытый полигон, очистить от известкового раствора, он чистится, в принципе, и сделать внутреннюю отделку без штукатурки, так называемый лофт. И там есть 2 пожарные лестницы внутри 2 крыльев металлические, кованые, да. Вот их можно сейчас демонтировать, поставить на место и как бы вот такую ауру сохранить этого здания. Ну, то есть, на мой взгляд. Ну, вот после многих лет разговоров все-таки сегодня к этому подходим. Все-таки сейчас эксперты склоняются, что да, действительно, оно как памятник останется с переносом, ну и вот мы сохраним вот эту. То есть, на самом деле, камня преткновения нет. То есть, вот, на самом деле, в масштабах вот этого здания, да, 5 метров в сторону, Николай Афанасьевич, я не вижу никаких... Но с учетом того, что вот эта линза подпадет под меньший процент под фундамент. Но да? там уже сваи будут, и не будет ленточного фундамента. Ну, тут скажу такое. Еще какие камни преткновения есть. Потому что особенность законодательства охраны культурного наследия в том, что только правительство Российской Федерации принимает решение о переносе или не переносе объекта культурного наследия. То есть никакой эксперт, ни я, ни общественники не смогут такое решение принять. То есть будет проведена экспертиза. В прошлом году научно-проектная документация, которую подготовили при заказе Министерства строительства Республики, подтвердила слова Андрея Анатольевича, что да, имеет место быть. То, что носящие конструкции пришли в такое состояние неважное, рекомендуется такой-то вид работы и так далее, и так далее. Все это у нас документационно есть. Но когда мы зайдем
во-первых, будет подготовлено техническое задание на проектирование, где будут выявлены виды работ, которые должны быть проведены. А потом в процессе проектирования все это будет подтверждаться или отвергаться. Но факт в том, что решение о переносе 3 метра, полметра, 6 метров будет применять правительство Российской Федерации при подготовке документа Министерством культуры Российской Федерации. Как человек государственный, вы все-таки за субординацию и о том, что идти по команде, да? То есть экспертиза и решение будет приниматься на уровне, на совершенно другом уровне, который... Да, естественно, я руководитель управления, который является надзорным органом. Это не творческий коллектив. То есть особенность охраны культурного наследия, у нас все шаги, все ходы, все обороты, они регламентированы. 73-й федеральный закон, еще дополнительный приказ Министерства культуры, Уголовный кодекс, Административный кодекс. Все там написано, что и как должно быть. Поэтому в любом случае управление будет следить за этим процессом. То есть заказчик может быть или инвестор, или государственный орган, или расходы могут быть бюджетные или частные, но управление должен следить по полномочиям именно всю процедуру. Правительство, и город Якутск, Министерство предпринимательства, Министерство экономики будут ставить вопрос привлечения инвестора. Но мы все понимаем, что этот объект потребует колоссальных расходов. Прямо-таки колоссальных. Сумму назвать не буду, потому что суммы-то как таковой нету. И, соответственно, появится инвестор, не появится инвестор. Что скажет инвестор? Гостиниц скажет или что-то другое? Это, я считаю, что это преждевременно. Мы можем сейчас полемизировать или обсуждать, что бы могло было бы быть, чтобы приносить больше пользы обществу, но не более, думаю. Но это мое мнение. Была интересная же мысль, Андрей Анатольевич, разместить в здании музея города Якутска, да? Тут музей Ярославского, это стоит уже 5 лет закрытым, да, здание основное. Это тоже архитектурное здание, это... Палаты. Палаты, да, архиерейские палаты, архитектор Лешевич. Но даже если туда направить сейчас деньги, все равно этот музей не соответствует сегодняшним требованиям музея. Во-первых, как такового, в принципе, но и по площади там он все равно очень маленький. То есть, по большому счету, сегодня музейное дело, оно перешло тоже в ту плоскость, как любую школу мы сегодня просто так не можем строить. Где захотел школу, там построил. Там должны быть очень жесткие требования, расстояние, осветленность и так далее, и так далее. Также и музей сегодня, просто я говорю, что музей в деревянном здании очень, как опять же предлагается в реальном училище, то есть в мужской прогимназии сделать музей, это тоже мне кажется абсолютно нереально. Но еще раз говорю, решает тот, кто распределяет финансы, к сожалению. А если мы будем строить там гостиницу или какие-то, будем говорить, то есть в центре города делать учебное заведение в виде художественного училища, наверное, это нужно, но для чего мы-то кампусы строим за городом? Если мы сегодня говорим, у нас очень привлекательных мест туризма, то вот как раз этот треугольник, как мы тогда говорили, что это вот из реального училища можно сделать либо гостиницу, либо какой-то такой музей хороший, современный, с закрытым залом. Внутренний двор можно сделать атриумом. Шахту Шургина, к сожалению, тоже ее пинают, бедную, как никому не нужен. То есть давайте заберем ее у мерзлотников, которая у нас существовала, передадим Академии наук. Год уже лежат документы, я точно знаю. Институт мерзлотоведения, никто их не берет. Кому Академия наук передаст, кто и будет за ней следить, как туда будут приводить туристов и так далее, и так далее. Тоже вопрос открытый. И если мы начнем восстанавливать на этом же месте мужскую прогимназию сгоревшую, то мы опять подвергнем каким-то, наверное, сложностям шахты Шургина, потому что надо будет бурить сваи. Уже ленточного фундамента никто делать не будет. И ленточный фундамент — это опять линза, это опять вода и так далее, и так далее. То есть мы можем оценить любое здание, кроме шахты Шургина. Никто 116 метров в землю копать не будет сегодня. А шахта Шургина знает весь мир. Благодаря этой шахте вообще появилась как таковое геокриология наука, и вообще весь мир узнал, что существует вечная мерзлота. То есть, по большому счету, это бриллиант. Вот, на территории города, кстати, 80% жителей даже не знают, где он находится и какой на глубины. Но это не важно.
Важно то, что действительно она должна быть привлекательна. И, то есть мы когда-то там 5-7 лет назад еще с институтом разговаривали, то есть в АПИК, я как предприниматель, что давайте мы все-таки сделаем объект, проведем туда электричество, отведем землю, сделаем водоотводящие там специальное устройство, чтобы туда вниз ничего не текло. Там постоянно образуется ледяная шапка такая. То есть вода стекает и замерзает, и вот там, чтобы потом вниз опустить даже камеру, нам нужно нанимать альпинистов, которые спускаются, выдалбливают. То есть такая вот очень хорошая работа. Ну, мы, как в АПИК, пытаемся этим заниматься, но нам говорят, что, реально там средоточие же, то вот реальное училище, вот шахта, вот прогимназия, да? И все они в двух шагах. Вообще в непосредственной близости, чуть ли не открываешь дверь с прогимназии и натыкаешься на шахту, да? Да. Ну, одно из экспертных мнений было такое, что прогимназию перенести на тот берег, да? Ну, в принципе, это логично, потому что мы все равно будем заново. Там же тоже охранная зона. Да. Поэтому перенести на 5 метров или на 500 метров может быть не такая большая проблема для правительства Российской Федерации. Но вот тогда можно было действительно открыть, во-первых, вот эту вот площадку, да, то есть видно будет. То есть на месте прогимназии можно поставить какой-то монумент и там написать, что да, здесь учились наши знаменитые товарищи, такие-то, такие-то. Хотя они в реальном училище учились параллельно. А уже вот если сделать пешеходный мост через этот лог наш, через озеро, как сегодня его называют, и попадаешь в старую городу, старый залог, и вот там вот эта мужская прогимназия могла быть двухэтажным зданием, ну, либо как административный центр всего этого старого города, или опять же там какой-то выставочный зал сделать. Ну, то есть, по большому счету, там место есть для этого. Но решать, опять же, говорю, тем, кто распоряжается деньгами и правительство Российской Федерации. Я добавлю, по предложению Андрея Анатольевича, мы в прошлом году этот вопрос рассматривали, нашли у себя 260 тысяч и провели экспертизу. Там привлекаются 3 эксперта, и они решают, можно ли перенести, не перенести. И мы получили отказ. Когда эксперт отказывает, вопрос снимается. Потому что с отказным экспертом Минкультура России даже рассматривать не будет. Даже мы не можем отправить документы, чтобы дополнительно это. Но, тем не менее, у нас на руках экспертное заключение переносить нельзя. С другой стороны, мы же помним все, что сгоревшая натуральная башня надуратная, да, она стояла вот в 300 метрах здесь, на площади Дружбы. Да? Да. Потом ее перенесли на территорию музея Ярославска, где она благополучно сгорела в 2002 году. Да, в начале 2000-х. Смотрите, закон об охране памятников был принят в 2002 году. Что происходило до 2002 года? Это сослагательное, да? Это, например, мы историю изучаем, вот с этого исходим. То есть были требования, соблюдаясь требования. До этого требований не было строгих. Но если на то пошло, в 2021-2022 году вообще на топки были пущены некоторые части якутского строга. Также, да? Но в то время тоже закона не было охраны объектов культурного наследия. И, то есть, что происходило до принятия закона, совершенно сложно. Еще раз, я понял, мысль вашу понял, коллеги. Давайте дождемся все-таки окончательного решения по вот этому пятачку, да, потому что, ну, споров оно может вызвать огромное количество. Но у нас же есть энное еще количество точек приложения усилий в другом. Троицкий собор, к примеру, да? Да. Троицкий. То есть мне собор. Вот это вот катавасия, карусель, вот это был сначала театр, потом стал казино, потом стал опять театр, потом передали РПЦ, да? Нет, после казино сразу передали РПЦ. Епархия наша, да, наши отказались полностью от всех притязаний к этому зданию, и сейчас его передали Министерству культуры. На самом деле здание уникальное, это второе кирпичное здание в городе Якутске, и это первый каменный православный храм на Дальнем Востоке. Ему 300 лет. И я вот специально в прошлом году был, ты вспомнил про Владивосток, да, когда я зашел в музей, там музей, Ночь музеев, я просто так у этих, как правильно называть? Привратников спрашиваю, это какой самый старый город Дальнего Востока? Он говорит, Владивосток, конечно. То есть про Якутск они не знают.
или, может, слышали что-то, но то, что Якутск вообще как бы вот основа всего Дальнего Востока, да, то есть от него шли все открытия, никому это не интересно. Поэтому вот у меня тогда возникла как бы идея, почему вообще вот мы не пропагандируем свой город, да, вот хотя бы Дальнему Востоку, Хабаровск, Владивосток, Камчатка, Благовещенск. Почему они о нас ничего не знают? И мы вот сидим в своей коробочке, вот нам 400 лет, и все, не более того. А мне кажется, надо сделать какую-то программу, может, какую-то передвижную выставку, посвященную этому, и проехать по всем этим городам. Может быть, сделать какой-то культовый, там, не знаю, знак, и каждому из городов подарить его. То, что в прошлом году у нас были самые крупные за всю историю городские археологические раскопки, 2 больших раскопа, это вот Чернышевская 8 на месте городской бани, где найдено около 10 тысяч артефактов. И то, что потом найдено уже в другой экспедиции на территории нашего Якутского острога, вот эти вот знаменитые берестяные грамоты, то есть мы 9-й город на территории России, где найдены такие берестяные грамоты, и по праву это, в общем-то, может называться таким большим, так сказать, достижением, что ли. И сегодня мы говорим о том, что вокруг Троицкого собора, кафедрального Троицкого собора, вообще надо провести полную археологию. И, слава Богу, что прислушались к нашему мнению, что воеводскую канцелярию, которая стоит во дворе этого Троицкого собора, ее тоже будут восстанавливать. То есть на этом месте, как она была. Колокольня? С колокольней несколько проблематично, хотя мы тоже этот вопрос подняли. Там территория, как бы та территория, которая сегодня отведена кафедральному собору, ее не хватает. И, но опять же, есть мысль про, я не знаю, где-то она витает в воздухе, но ее, так сказать, на бумаге еще нет, ни в чертежах, ну, может быть, пока в фантазиях. А то, чтобы вообще всю вот эту площадь от улицы Жиркова, где идут сегодня, начали раскопки, да, и вот до проспекта Ленина, все вот это освободить от всех построек, включая даже этот жилой дом, в котором когда-то был ЗАГС. И, ну, может быть, это все не так быстро делается, но, во всяком случае, вот ту часть, где сегодня УТУМ хочет строить свой жилой дом, то есть, ну, они заплатили за эти раскопки, сумма довольно-таки приличная, там порядка 28 миллионов только прямых затрат, да, на археологию, не говоря уже там о переносе от этих жильцов и так далее, и так далее. То есть эта сумма, конечно, не маленькая, но сегодня в рамках, опять же, всей республики, привлекательности этого объекта, может быть, есть смысл вот эту всю территорию сделать большой такой площадью. Ну, это бывшая все территория Якутского острога, во-первых. С этого начнем. И, может быть, вот сделать ее такой большой территорией, свободной от построек, там, ну, что-то, сквер какой-то сделать или что-то. И потом и колокольню, конечно, поставить. Успеется все это дело провернуть или нет? Потому что я еще раз говорю, вот это перекресток Каландрашвили, проспекта Жиркова-Петровского, да, это все-таки, ну, это же считалось, что оттуда и пошел город. Да, успеется до юбилея. Да. Совсем недавно мы праздновали еще юбилей столетия якутской автономии. Там были восстановлены ряд памятников, в частности, Дом казачейства, Курдюмская Николаевская церковь, вот 2 объекта, а должны были бы 5, но потом остановиться на 2. И перед том проектирование и работа с федеральным бюджетом, федеральной программой начались за несколько лет. Допустим, сейчас мы должны войти в федеральную программу с готовой проектно-сметной документацией. Соответственно, наша задача сейчас подготовить проект и потом защитить. Вот как защитим, так и пройдем. Ну, если мы заговорили о музее Ярославского, вот, чтобы его отреставрировать, ту часть, которая называется архиерейские палаты, там нужно сделать пожарную лестницу, 2-й этаж. Но это, если сделать эту лестницу, она займет из 800 квадратных метров выставочного, так сказать, пространства чуть ли не 1/3. Потом надо закрыть все окна, а по реставрации опять их надо открыть и так далее, и так далее. То есть, если отреставрировать так, как оно было, архиерейские палаты, то там надо не музей делать, а офис музейный. Ну, в лучшем случае... Малюсенький, да? Да, то есть, ну, туда перенести офис, например, и там, ну, есть большое помещение, где можно проводить лекции, там, актовый зал. Все. То есть, как таковое, оно не приспособлено для музея в сегодняшних условиях. А по-хорошему, вот на этой большой территории построить бы замечательный большой выставочный
комплекс. Экспоцентр, да? Экспоцентр, ну, современный. То есть красивая наружная архитектура. Слушайте, и так далее. в детстве-то казалось, вот заходишь в музей краеведческий, да, и часами пропадаешь. Вот, Ну, пока да. обойдешь, пока туда все, каждый экспонат Ну, посмотришь. тогда и деревья были большие. Я часами стоял возле Кочи, да, вот эта модель Кочи же там стоит. Ну вот я добавлю Андрея Анатольевича. Вот в последнее время я часто слышу вопросы, вот современный музей нельзя открывать в деревянных домах, вот, и вот общественные и так далее. А тогда у нас же по всей стране деревянных музеев сколько? Но, у нас но они там, дом-музей такого-то, дом-музей Красная Поляна. Конечно, он в деревянном доме стоит. Да. Но вот такой музей, как у нас республиканского значения музей, где у него фондов несколько тысяч, а мы выставляем 15. Потому что их негде выставлять. Ну и я немного знаю действующее законодательство по музейным фондам и так далее, и совершенно нормально, если музей города Якутска будет располагаться в бывшем здании Якутской мужской прогимназии. Ну, так бывает, что памятники должны переносить пользу в качестве образовательного учреждения, в качестве музеев, в качестве театров и так далее, и так далее. Поэтому это совершенно нормально. А вот действительно по проблемам музеев хватает вот эти 800 с лишним метров для самого главного музея республики. Не хватает, это большой вопрос. Потому что я видел музеи Республика Тыва, Республика Алтай, Республика Хакасия, Городековский музей наших соседей хабаровчан, Дальневосточный, Владивостокский музей и так далее. Это что-то с чем-то. То есть, если мы будем сравнивать наш материально-техническую базу наших музеев с ихними, я боюсь, что не в нашу пользу. Не в нашу пользу. Но зато мы выигрываем в количестве. У нас самое большое количество музеев на Дальнем Востоке, больше 80 с филиалами. Вернемся к Троицкому собору, да? Вот то, что пока был театр, то пока был Чароид, там, конечно, все, что можно было, угробили так, что и фундаменты, и так далее, и так далее. То есть канализация текла под это. То есть ужасное состояние. И сегодня почему у епархии стало... То есть они почему отказались? Потому что надо шприцевать все фундаменты, да, усиливать. А это большие деньги, и просто у них нет реальных денег. И сегодня передают, опять же, музей Ярославского. Что там будет музей Ярославского делать, я пока тоже не представляю. Но факт то, что вот сегодня, то есть музей Ярославского, так сказать, вот делает смету и так далее, и так далее. Я скажу одно. Ну, там будет выставочный зал музея Ярославского, ведомства Минкультуры и духовного развития республики. Если будут выделены своевременные средства бюджетные, а там и речь идет о бюджетных средствах, инвестора там мы искать не будем и вряд ли найдем, даже будем искать, то, конечно, мы успеем отреставрировать. У нас уже есть практика и подготовка проектно-сметной документации. Но это будет большой проект. Подобного я вот не могу назвать по Дальнему Востоку, чтобы такое крупное и проблемное здание реставрировали. Не, ну это же повод для того, чтобы гордиться на самом деле. Ну, да? да, и самое главное, я вижу, что решение принято, и решение... То есть вот, я у батюшек, конечно, попрошу извинений, но когда епархия не нашим, не вашим, да, ну как-то не то было. А сейчас вот передали, ну, кому надо, и есть хозяин. Работа вестись будет долго. Например, на сегодня на совещании в прошлой неделе мы приняли решение до марта подготовить техническое задание. Это тот документ, который указывает, что должно быть сделано. Потом пойдут куча документов, там, задание на проектирование, само научно-исследовательская деятельность, само проектирование, государственная историко-культурная экспертиза, авторский надзор. То есть это только начало, но все-таки начало. Я сейчас у вас у обоих в завершение спрошу, еще какие точки приложения усилий есть в столице нашей республики, которые обязательно нужно доделать. Вот, ну, я не говорю, что нужно там субботниками двигаться и так далее, круглым датам, да, но хотелось бы, чтобы это было полезно для того, чтобы было восстановлено и так далее. Какие точки? Давайте вот сейчас с бизнесмена начнем. Залог. Старый город 2. Старый город 2. Охрана зоны. Да, то есть там надо просто раздавать все эти участки. Есть постановление, кстати, 23-м годом подписанное
нашей республики Тарасенко о том, чтобы вот за 1 рубль давать на 49 лет объекты, которые, ну, так сказать, уже признаны историческими, но не используются. То есть это через аукцион и так далее. То есть вот если там 15 лет назад, когда мы восстанавливали Чернышевского 10 дом, да, вот это сегодняшнее цирюльня, то есть я как раз пытался показать, как можно вот из, так сказать, исторического дома, но он не признан историческим, поэтому у меня руки развязаны были, то есть сделать какой-то коммерческий объект. Хотя, в общем-то, сегодня мы понимаем, что мы сохранили дом, сохранили какую-то историю внутри этого двора, внутри этого дома, ну и вот, во всяком случае, не стыдно людям показывать. А это не игральный дом? Но по одной из легенд, там в одном помещении играли в карты. Ну, игральный дом, стрелялись там? Ну, так же, как и на чердаке, ну, реально нашли коробку с золотом там, и так далее. Ну, легенда у нас, наверное, в каждом доме старом были такие игральные дома, и на самом деле у нас не секрет, что с районов приезжали, продавали тут мясо и оставались на 3 месяца, когда проиграли все деньги. То есть эта история я знаю, слышал. И, кстати, это даже не 20 век был. Угу. Ваше направление? Ну, я 2 слова позволю себе сказать не как государственный служащий, а как краевед и член общества охраны памятников города Якутска. Очень хотелось бы к юбилею города нашего, Стольного Града, восстановленный Троицкий собор, восстановленное реальное училище, восстановленный мужской прогимназиум, восстановленный музей, Государственный музей имени Леонида Ярославского и восстановленный 55-56 квартал, который мы называем Старый город-2. Это было бы здорово. Это понимаю, что как человек, следящий за всем этим процессом, будет сверхсложно. Но думаю, что к этому нужно стремиться. Потому что кроме города Якутска у нас масса вопросов по всей республике. Вот если бы мы решили эти вопросы, мы бы могли иметь возможность двигаться дальше. Я пока не трогаю Черкесский музей, где много памятников, еще один объект, музей дружбы, где тоже хватает объектов. Это уже смежные, и они будут, Минкультура работу ведет. Но вот мое желание откровенное. Точек приложения усилий по всей республике на самом деле хватает, да, и с точки зрения и надзорных органов, и с точки зрения и просто активных граждан, да, и не только, еще и общественников, которые к данным процессам приобщены. Да. Я и про Андрея Анатольевича, и про Руслана Васильевича, и Сашу того же Дьяконова и так далее. Про себя даже могу сказать, потому что, еще раз, сижу на освещении вот этих вот проблем. А насколько успешен будет наш общий бой с вот этой химерой, да, там, бюрократии и всего чего угодно, отсутствие средств, найти инвестора, потому что поиск инвестора — это, ну, я понимаю, архисложное задание, но кому сдался это сгоревшее, вернее, обрушившееся здание реального училища, ну, для современных бизнесменов, которые, там, подавая искусственный интеллект, подавая все прочие цифровые вот эти плюшки, да, это, я скажу вам, ребята, задача такая, архисложная. Смотри, говорят, что когда лев нападает на свою добычу, он ту же силу использует и на зайца, и на буйвола. То есть одинаковой силой бросает, он не экономит. Ему тут же также должны работать. То есть мы сейчас очень сильно внимание уделили дому 19 века в городе Лёкнинске, где находится центр гигиены. Сейчас с администрацией Чурапчинского улуса работаем над проектом восстановления Вознесенской церкви. Сейчас Медина Хангаласский улус силы смотрит на восстановление дома Маньятаха. Сейчас многие силы тоже бросили на защиту наших сакральных, священных мест. Мы экспертизы постоянно проводим, постоянно берем под охрану. И все это должно бесконечно идти. Оно никогда не закончится. Я вот 100% уверен, когда мужскую прогимназию, реальное училище, Троицкий собор восстановим, как и здание музея Ярославского, у нас будет еще много задач и проблем. Мы также будем следующий объект думать и спорить, что восстановить, откуда взять средства и успеем ли. С той лишь разницей, что в музей Ярославского ходили все, Николай Афанасьевич, да? С той лишь разницей, что мимо прогимназии проходило, наверное, процентов 90
горожан, да, ну, по улице Кулаковского выходили вот на озеро. С той лишь разницей, что, еще раз, сознательные, не оболваненные всякими вот этими вот вещами люди знают, что такое есть уникальное сооружение шахты Шульгина, и которое в XIX веке на частные средства было у нас здесь, в Якутске, сооружено на высоту 3 девятиэтажек, да, ушло вниз. Это в XIX веке. 3 12-этажки. Да. И там же хранится царская медаль и перстень с сапфиром, да, который, по легенде, Шульгин в сердцах кинул в штольню шахты. Да, ну, ради просто вот этой красивой истории можно было приложить определенное количество усилий для того, чтобы решить эту загадку, на самом деле. Поэтому я еще раз говорю, я не вижу вот наш сегодняшний разговор как средоточие спора. Споры, да, впереди, Николай Афанасьевич прав, потому что когда найдутся средства и так далее, и когда будут те, которые готовы будут заказывать музыку, вот тогда там будут споры, да, Андрей Анатольевич, согласен? А пока сейчас мы так немножко попадались мнениями о том, что переносить или не переносить. Ну, объяснили людям, да, горожанам, что все-таки происходит на сегодняшний день. Да. Ну, смотрите, спор идет, когда хочется сделать. Страшнее было бы, если бы споров не было, и мнений было бы, всем было все равно, строят, не строят, переносят, не переносят. Я думаю, что прекрасно. Прекрасно. Это хорошо. Показатель нашей зрелости. С этим вот настроением я завершаю сегодняшний наш разговор. Еще раз, очень хорошие люди, которые радеют за нашу историю, за нашу богатую, на самом деле, историю. Через 7 лет, дорогие друзья, городу Якутску, старейшему городу Дальнего Востока, исполняется 400 лет. Я просто призываю, давайте встретим достойно, давайте встретим его как подобает жителям старейшего города. Увидимся.